желание наблюдать чудо. Почти 10 тысяч живущих без молитвы, покаяния, причастия. Может бояться осознаться, что чудеса действительно даются людям, чтобы не задумались о смысле бытия, усмирили свою непомерную гордыню, всезнайство и вседозволенность. Ведь узреть чудо значит признать его нерукотворность, признать, что это исходит не от человека, а от Бога. А коли так, придется менять привычный и уютный образ мышления и жизни. Мы приехали в одну из подмосковных деревень, чтобы снять на камеру великое зимнее чудо. Но об этом мы расскажем чуть позже, потому что в этот день нам удалось запечатлеть и то, о чем мы думать не могли. Итак, Покровская церковь. Идет вечерняя, праздничная служба. Ближе к ее концу батюшка неожиданно нам вон выносит для поклонения верующим икону царственных новомучеников. Она начала мироточиться во время службы. Десятки верующих, не веря своим глазам, протискиваются к иконе, чтобы получить благословение и своими собственными глазами увидеть струйки мира. Позже мы узнаем, что многие читали, слышали и верят в мироточение, но лишь редкие могли это чудо лицезреть сами. Может, случилось потому, что многие еще не уверовали в святость царя Николая II и его семьи. Лишь одному Богу известно это. В еще одной московской квартире, в одной из ее комнат официально зарегистрировано, что от иконы Божьей Матери умягчение злых сердец или семистрельное начинают мироточить любые принесенные и поставленные рядом с ним иконы. Кстати, начала мироточиться она в день гибели атомохода Курск. От этого мира после помазания проходят головные боли, болезни горла, уха, глаз, паралич. А вот из этого маленького складня мир истекает как из родника и никогда не заканчивается. Камень с изображением преподобного Серафима Саровского. Представляете, камень по воле Господней становится живым. Но это еще не был предел чудесам, который Бог послал, чтобы люди видели его силу и власть. Мы начали съемку вот с этой иконы Пресвятой Богородицы. Видите, на ней лишь благоуханное мира. Проходит 1,5 часа, внимательно смотрите, та же самая икона, тот же свет, видите, красные кровяные пятна под капельками мира. Чтобы не оставалось сомнений, давайте просто сравним эти два изображения. Теперь только остается верить и твердо осознавать, что Создатель жив, и нет для Него ничего невозможного. И что без веры никто нам не поможет. А дьявол с удовольствием воспользуется нашим неверием и с радостью предоставит нам временные блага, но ненадолго и с целью вечной погибели. Принцип земного бытия до примитивного прост и понятен. Сделан – получи. И не важен критерий оценки совершенного поступка. Будут ли то деньги, звания, почет или слава. Все это ведет к упрочнению телесного существования в мире всем. Это как гарант от суммы и от тюрьмы. Чем больше регалий, тем сложнее призваться к ответственности. Чем выше положение, тем сложнее прорвать оборону неверия. Вот и строятся по всему миру особняки выше храмов, и владельцы соревнуются у кого крепче, и гонятся за званиями, почестями, славой. Живущих на земле интересует только видимый, осязаемый мир. И приступая к делу, человек просчитывает его логику, результат и возможное вознаграждение. А Иисусову молитву так, если вдруг вспомнится, потому как он вроде есть, а вроде это просто и миф. Но Творец, особенно во времена смуты и отступления от веры, во весь голос заявляет о своем зримом присутствии нерукотворным образом, то есть без участия руки человеческой производится на свет белые творения Господа. Грузия. Исторический музей города Зугдиди. В 1923 году сюда принесли на бережное хранение хитон Божьей Матери. Сейчас он хранится в серебряном ковчеге вместе с несколькими мощами святых.
В VIII веке, во времена иконоборчества при царствовании византийского царя Феофила, эта великая святыня была доставлена в Грузию. В 2000 году чудотворным образом на нем проявилось изображение Христа. Село Гаденово, что неподалеку от Ростова Великого, Ярославской области. Здесь в храме Иоанна Златоуста находится дивный животворящий крест. Его история большинству может показаться неправдоподобной. И никакие ссылки на документы, исторические факты, летопись не помогут поверить тем, кто готов отвергать веру ради собственного спокойствия и комфорта. Крест был явлен людям ночью 11 июня 1423 года близ села Антошково Ивановской области. Согласно летописи, пастухи соседних сел вдруг увидели, как яркий столб света встал над болотом. В нем образовался крест, а на нем Спаситель как живой. Перед крестом святитель Николай Чудотворец. От креста раздался голос: «Будет на сем месте благодать Божия и Дом Божий. Сообщите весть сию всем людям, чтобы на месте сем поставили люди церковь мою». Епископ Ростовский благословил строить деревянный храм на месте явления чуда. Когда плотники заготовили весь необходимый материал и подошли к указанному месту, то обнаружили там болото. Церковь было строить невозможно. Решили отойти на версту вверх, на пригород. Решили, сделали. Работали до ночи и успели заложить первые три венца будущего храма. Придя на утро, с ужасом обнаружили, что на месте начатого строительства первозданная природа. Ни служебных венцов остова, ни строительных материалов. Погоревав, отправились к епископу. Пройдя около версты, с трепетом и ужасом увидели построенные ими и заготовленные материалы посреди болота. Именно на том месте, где явился пастухам нерукотворный крест. А следующей ночью прошел сильный дождь, образовалась река, и вся вода с болота в нем не ушла. Место постройки осушилось, приподнялось, и образовался холм. 80 лет спустя в храме произошел пожар. Икону Николая Чудотворца и другие удалось вынести, а крест не подался. Он словно был пригвожден. Долго горел храм, долго оплакивали люди невосполнимую потерю. А на утро пришли на пепелище и были несказанно удивлены. Крест остался нетронутым огнем. Но это было только начало чудес. Окутали Россию времена безбожия. 20-е годы большевики, распевая «Вставай, проклятием заклейменные», стали избавляться от русских святынь. Вдумайте столько в эти слова. «Вставайте, заклейменные проклятием», то есть обреченные на погибель самим сатаной. Что еще можно добавить? Так вот, решили и этот чудный крест погубить. Но не брала пила, и топор отскакивал, как от гранита. В итоге, чтобы верующие не поклонились кресту и забыли о нем навеки, облили его соляной кислотой. Краска слизла, а крест остался неподвластным и этому всеуничтожающему химическому раствору. В 1937 году верующим удалось перенести крест и спрятать его в храме Иоанна Златоуста, где он и поныне радует глаз и чудотворит божественными исцелениями страждущим и немощным. Мы уже рассказывали, что почти каждая съемка, помимо запланированных чудес, Господь посылал нам нечто неожиданное. Так было и в этот раз. Весь день шел дождь, и небо было плотно закрыто облаками. Но когда оператор навел камеру на купол храма, тучи разошлись, и появилось голубое небо. Через несколько мгновений
После выключения камеры загадочным образом клочок голубого неба бесследно исчез.